Сегодня, 17 ноября, во всем мире отмечается Международный день недоношенных детей. Дата – важный повод вспомнить о проблеме преждевременных родов и достижениях современной медицины, позволяющих выхаживать самых маленьких пациентов. Из-под одеяла, плотно закрывающего инкубатор, видна ножка размером с мизинец. Сюда, в отделение анестезиологии и реанимации, поступают дети в тяжелом состоянии из родового зала. Дети, появившиеся на свет раньше срока, находятся в кювезах. Информация о состоянии отображается на мониторах, а через специальные приборы маленькие пациенты получают питание, кислород и необходимые препараты. На сегодняшний день у нас в отделении 15 новорожденных детей. Большинство из них находится на вспомогательной или искусственной вентиляции легких. В большинстве случаев это недоношенные дети, дети с очень низкой, экстремально низкой массой тела. Находятся они у нас длительно, бывает и до 2 месяцев. Сегодня недоношенность не приговор. Большинство из крошек очень быстро догоняют своих родившихся в срок ровесников. Конечно, путь к этому бывает непрост, но при этом часто недоношенные дети быстрее развиваются. У них шире кругозор, и они активнее познают мир. Что точно можно сказать о Марке? Ему еще и нет 4, а он уже готовится к школе. Знает не только русский, но и английский алфавиты. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Нам уже 3,5. Мы родились в мае, 28 мая 2017 года. А как тебя зовут? Родились на 30-й неделе. С весом килограмм 976 и 43 сантиметра. Спокойный, очень любознательный. Всегда спрашивает, что, как. Сахая Павлова сама родилась на 3 месяца раньше срока. Сегодня она счастливая мама 3 дочерей. Является координатором клуба «28 петель». Его волонтеры вяжут одежду и игрушки для недоношенных детей. Все вещи имеют строго свои критерии. Есть размерная сетка, пряжа обязательно должна быть 100% шерсть, для игрушек 100% хлопок. Наши осьминожки, это игрушки комфортеры, да, их ложат в кювез ребенку, и чтобы температуру там выдержала, наполняется именно холофайбером только. И вот наши щупальцы наших осьминожек напоминают ребенку пуповину матери, и они чувствуют себя защищенными. Связаться по поводу волонтерской работы можно напрямую с девушкой, либо сдать готовую игрушку в благотворительный фонд «Харысхал», совместно с которым телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха» присоединяются к масштабной акции «Мне не фиолетово» в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. На площадках телеканалов и фонда разместят истории матерей и мастер-классы, а также поменяется тематическое оформление аккаунтов в социальных сетях. В этом году мы совместно с благотворительным фондом «Харысхал» решили объединить свои усилия, чтобы помочь семьям, в которых воспитываются недоношенные дети. В рамках акции мы поменяем все свое оформление в социальных сетях на фиолетовый цвет. Кроме того, мы объявили сбор средств с 15 по 21 ноября. Каждый желающий может помочь. Отсканировать QR-код через Сбербанк либо Тинькофф, и все собранные средства с 15 по 21 ноября мы направим в отделение недоношенных детишек, чтобы они могли приобрести себе молокоотсосы и стерилизаторы для бутылочек. Как они сказали, это им важно необходимые инструменты и средства для работы. Также сегодня якутская телебашня окрасится в фиолетовый цвет с 20:00 до 21 часа по местному времени. Фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость. В поддержку осознания данной проблемы якутяне также могут присоединиться к акции «Мне не фиолетово». Таким образом, надев одежду, зажечь фиолетовый свет или придумать свой способ в социальных сетях. В России ежегодно рождается около 100 тысяч недоношенных детей. В 2020 году акцию «Мне не фиолетово» поддержали 30 регионов России, в которых была организована фиолетовая подсветка культурно-исторических знаний и объектов социальной значимости.